Селям алейкум, сайготели Сержелер. В эфире очередной выпуск программы «Софрага Буернус». И сегодня я хочу познакомить вас с творчеством необычайно талантливой крымской художницы Айше Дере, которая не только красиво пишет картины, но и вкусно готовит. Колоритные, насыщенные и пропитанные историей крымских татар картины, так юная художница отображает культуру своего народа. Работы Айше Дере написаны в стиле экспрессионизма. Яркие краски гармонично сочетаются со спокойными полутонами, и на свет появляются невероятно сочные творения, подчеркивающие красоту окружающей действительности. Каждая работа Айше имеет свое философское начало. Это неповторимый и многогранный мир чувств, вдохновения и фантазий. Помимо основной деятельности, молодая художница активно делится своими знаниями и опытом с подрастающим поколением, прививая ученикам художественный вкус, развивая фантазию и образное мышление. Сегодня Айше Дере поделится оригинальным рецептом сезонной запеканки на нашей гостеприимной кухне «Софрага Буернус». Айше, селям алейкум, рада тебя видеть у нас в гостях. Алейкум селям. Айша, я знаю, что ты любишь экспериментировать на кухне и очень любишь готовить. С каким рецептом ты сегодня поделишься? Сегодня мы будем готовить курицу с кабачками. Отлично. А какие продукты нам понадобятся? Нужно будет 2 кабачка, 2 помидора, красный перец, курица, 2 яйца, сыр, специи. И зелень, я вижу, такая красивая. Да, зелень. С чего мы начнем? Мы начнем с нарезки кабачков. Нужно будет их нарезать по 1 сантиметру. Вот, и выложить на стеклянную посуду. Хорошо, думаю, все будем делать постепенно. А я буду нарезать курицу. Ее нужно нарезать мелкими кубиками. Вот, и она у нас будет для соуса. Вот, думаю, у нас сегодня получится очень вкусное и изящное блюдо. Айше, вот с твоим творчеством я знакома не так давно, но честно сказать, что я приятно просто удивлена. Очень приятно слышать. Откуда столько энергии, откуда столько энтузиазма в столь молодом возрасте? Ну, я очень такой человек, я бы сказала, люблю вот экспериментировать с различными материалами, и я очень энергичная. Когда я что-то делаю, вот если там нет энергетики моей, каких-то эмоций, то вряд ли получится что-то хорошее. В общем, всегда должны быть эмоции какие-то. Благодаря моим эмоциям зритель может прочувствовать работу. Здорово. Скажи, а вот творчеством ты занимаешься с самого детства? Всегда вот с детства я постоянно рисовала, знаете, никогда не придавала этому особо какого-то прям значения. Музыкальную школу, я даже вот больше музыкой скорее увлекалась, чем... Интересно, об этом я не знаю. Ты посещала музыкальную школу? Да, там отучилась 3 года. Вот, к сожалению, не получилось. Как так, Айше? 3 года, еще 4 года, и диплом был бы у тебя в руках. Да, но, к сожалению, были такие обстоятельства, которые вот помешали мне закончить музыкальную школу. Открою тебе маленький секрет, что мне тоже не оконченное образование по классу фортепиано. Да, у меня тоже фортепиано. Айше, я вижу, ты так мелко нарезаешь, да? Для того, чтобы это все у нас хорошо запеклось. Да. Как часто ты готовишь дома? Ну, я люблю готовить, но, к сожалению, с моим графиком работы у меня не получается. Я редко готовлю. Вот если на быструю руку для себя одной, что там приготовить? Ну, знаешь, вот люди, которые готовят редко, у них обязательно это получается вкусно. Как у тебя? Да, я не спорю, вкусно получается. Это хорошо. Айше, если не секрет, расскажи, для кого была написана твоя первая серьезная работа? Это был портрет. Портрет? Вот работа, с которой началось мое искусство, вот я поняла, что я пойду учиться на художника, это был портрет. Интересно. Вот. Я даже не помню, как зовут этого юношу, которого я нарисовала. Ну, мои родители увидели, удивились, что у меня так получилось, очень похоже. Характер я уловила. Вот. А еще я в школе постоянно рисовала, модельеры эскизы свои рисуют для моделей. Вот. И я тоже рисовала костюмы. Мне тоже так
Это было что-то связано с дизайном, да, Да, думаю, одежды? да. Ты говоришь о том, что ты нарисовала юношу. Знакома ли ты с ним? Нет, это актер знаменитый, великобританский. Я не помню, как его зовут, если честно. Но к тому времени все были большими фанатами его творчества, а я его нарисовала после чего девочки такие все посмотрели: ой, Айше! Как же красиво, да? Я вот, кстати, зарабатывала деньги. Я продавала свои работы, я рисовала мультяшки различные. Вот. В школе всем это нравилось. Какая ты молодец, Айше! Был такой маленький бизнес. Отличались ли твои работы друг от друга? В чем изюминка? Вот Ну, могут отличаться по цвету, по настроению, передача, вот, ну, естественно, по смысловой нагрузке, либо же в композициях, конкретно вот в живописи. А в графике там больше они похожи. здорово. Айше, правда, что вот каждый человек, который смотрит на картину, воспринимает ее совершенно по-разному? Ну, наверное, да. У каждого свои чувства, у каждого, так сказать, есть такая типичная, наверное, фраза: «На вкус и цвет товарища нет». Да-да-да. Вот. Но когда тебе делают, допустим, какие-то моменты объясняют преподаватели, вот, тут я уже, ну, тот момент, когда вкус и цвет товарища нет, этот момент уже вообще должен быть забыт, и нужно слушать педагога и воспринимать критику положительно. То есть все, что он говорит во благо. А что касается мнения со стороны, я всегда критику воспринимаю, но по большей части я придерживаюсь какого-то своего мнения. Вот. Правильно. Вот знаешь, Айше, критика, она нужна. Хоть некоторые ее и боятся, если критика адекватная, она даже способствует росту. Да, согласна, так и есть. Айше, посмотри, я нарезала кабачок, все Очень правильно? красиво, да, очень Да, хорошо. мне так приятно, когда меня хвалят. Такая себе ювелирная работа. Мы выкладываем кабачки наши аккуратно в нашу посуду. Айше, кто повлиял на выбор твоей профессиональной деятельности? Либо это твой собственный выбор? Ну, во-первых, это мой выбор был. А, во-вторых, я на тот момент уже была знакома с одним человеком, который меня подталкивал всегда и был таким вот, давал мне всегда стимул, советовал. Брат мой двоюродный, и по сей день меня поддерживает. Он Я тоже... знаю, что он также художник. Да, но он дизайном занимается, компьютерной графикой, вот, но он очень хорошо рисует, и он всегда меня поддерживал так, тоже был хорошим стимулом, также давал какие-то вот свои просто советы такие вот. Сейчас ты с ним советуешься? Да, могу посоветоваться. Это хорошо. Наши кабачки. Дальше их нужно посолить, поперчить. После этого нам нужно будет подождать, чтобы оно 10 минут отстоялось. После этого нужно будет оливковым маслом. Айше, правда ли, что художник не может писать картины без вдохновения? Если честно, то лично я не особо обращаю внимание на такое, как вдохновение. Просто я беру и делаю, потому что когда очень много различных дел, то ты как-то не думаешь о вдохновении. Ты как-то приходишь, оно само по себе как-то получается. Но бывают моменты, когда вот мне как-то вот не получается сделать какой-то там эскиз чего-то. Я просто вдохновляюсь, знаю, как себя вдохновить. Откуда приходит эта муза? От музыки. От музыки? Бывает от музыки, бывает, смотрю различных авторов, что касается и художества, и вообще творческих людей. Кстати, об авторах. Какие авторы тебе импонируют? Импрессионисты мне всегда импонировали. Вот. Сейчас мне как-то больше нравится и современное искусство. Мне очень нравятся работы Михаила Бекетова. Интересно. Это ярославский художник. Вот. У него своеобразные такие работы, и что меня больше всего привлекает, это то, что есть какой-то философский замысел. В твоих работах я это тоже наблюдаю. Да, поэтому Философский подтекст такой. Да, поэтому меня это очень вдохновляет, и есть сходство какое-то. Он экспериментирует с музыкальными инструментами, и мне тоже захотелось взять старинный музыкальный инструмент и тоже какую-то свою задумку, свою технику там совмещать. А как можно совместить музыку и картины?
Ну, у меня будет не картина, у меня будет, ну, там, философский замысел, это понятное дело, но я буду работать с керамикой, горячей эмалью, со стеклом, витраж фьюзинг. Здорово. Ну, не будем раскрывать все секреты. Если это дипломная работа, думаю, все впереди, и ты потом нас всех порадуешь. Сметался. И сейчас я нарезала курицу, перехожу к приготовлению соуса. Отлично. Для этого нам понадобится разбить 2 яйца. Так, И я тебе предлагаю нарезать помидоры. давай. Они будут накладываться сверху. Айша, вот меня интересует, а что после яиц мы добавляем? Нальем майонез и сливки. Попрошу вас подать мне майонез. Да, конечно. Соус. Понадобится 1 столовая ложка сливок. Айша, вот многие утверждают, что у творческих людей совершенно иное мышление. Ты с этим согласна? Ну, наверное, да. А в чем он проявляется? Творческие люди стараются видеть во всем красоту. Даже так. Да. И, ну, допустим, если взять меня, ну, на самом деле не все творческие люди вот все одинаковые, да. Но что касается меня, стараюсь всегда видеть в людях лучшее, положительное. Вот, к сожалению, не все люди Оправдывают эти ожидания. Да. Айша, я смотрю, что ты все это перемешиваешь Да. до однородной консистенции. И сейчас мы добавим соль и перец. Айша, посмотри, какая красота. Как я ровненько нарезала помидоры. Очень красиво. Теперь могу приступить к перцу, да? Да, я размешала, и мы добавим чеснок. Хорошо, Потребуется 2 зубчика. Перец нужно нарезать мелко. хорошо. Сейчас мы добавим в наш соус курицу. Айша, как часто ты готовишь такое блюдо? Я его готовлю обычно, когда у меня есть побольше времени от моей работы. И самое интересное, что все продукты, которые здесь необходимы, они все под рукой. И наверняка у каждой хозяйки есть в холодильнике. Можно взять и быстро приготовить себе обед. Да, я согласна. Айша, какое направление в живописи тебя больше привлекает? Меня всегда привлекали импрессионисты. Не Вот я сомневаюсь. даже фильм смотрела, очень такой хороший, светлый, про основоположника импрессионизма, это Клод Моне. И из этого фильма я тоже питала какое-то вдохновение. В чем изюминка именно этого направления? Чем он тебя привлекает? Но меня больше всего привлекает то, что там такой колорит яркий. Изначально, когда я пришла на учебу в университет, у меня были такие вот яркие цвета в той же акварели. Преподаватели вот так вот подходили ко мне и очень удивлялись. Вот кажется, будто вот белая драпировка, и в ней у меня была там целая радуга цветов. Какие цвета-то вот ты больше всего применяла? Ну, Синий. у меня всегда были такие холодные оттенки, но работа казалась всегда почему-то теплой. Холодные оттенки, скорее всего, это связано с психологией, опять же, цвет глаз. Каким образом он влияет? Вот у кого какой цвет глаз, человека оттянет на вот эти вот оттенки. Вот Не зря неосознанно. я тянусь к черному цвету. Все Это понятно. графика. Айша, я знаю, что в сентябре прошла первая твоя выставка «Родной земли многоголосие». Такое интересное название. Расскажи об истории. Кто придумал название, кто тебе помогал в организации выставки? Ну, по поводу названия я сама придумала. Очень много пересматривала разных вариантов. Вот, и решила остановиться на этом, потому что вот все мои картины, они посвящены родной земле, Крыму. И многоголосье — это, так сказать, многообразие какое-то вот моих работ, многогранность. Ну и все ради нашего народа. Крымских сделано. татар, все здорово. Да. Стараюсь знакомить и других наций с нашей культурой, чтобы им было интересно, чтобы они изучали, уважали. Сколько работ было на выставке? Более 30. Какие отзывы ты получал, вот, когда посетители приходили на твою выставку? В основном звучали все положительные. Айша, знаю, что выставку посетили и родители. Да, родители не только посетили, они за день вперед приехали и помогали мне в организационных моментах, то есть помогали мне вешать картины. И вот организатор выставки — это Зинифе Ханум Аблаева. Айша, я думаю, впереди у тебя творческое будущее. Это не первая твоя выставка и не последняя, и ты будешь нас всегда радовать. Çok sağ olunuz.
Прошло 10 минут, я думаю, самое время добавить оливковое масло. Да. А я тебе предлагаю нарезать зелень. Красиво наливаем оливковое масло. Зелень мы также нарезаем мелко, да? Да, нужно очень мелко. Угу. Добавлю перец в нашу массу. И все аккуратно перемешиваем. Айша, я знаю, что ты не только пишешь картины. Интересно узнать о направлении витражей Тиффани. Расскажи подробнее. Это паяние стекла. То есть как мозаика по кусочкам стекла собираются, оборачиваются медной фолией и спекаются паяльником. Сколько времени уходит для изготовления фигуры, например, какой-то? Ну, смотря какого она размера. Ну, вообще стекло, знаете, это такая более ювелирная работа, тем более в технике Тиффани. Там должны вот все кусочки очень четко друг с другом стыковаться. Вот. И за счет этого времени уходит много. Ну, я делала первый натюрморт, и у меня ушло практически полгода. То есть срок такой значительный. Да, ну, так как я еще не занималась, даже не знала об этом направлении, для меня это было очень новенькое. И вот то, что оно было очень новое, и такое вот стекло, это же такая, вы знаете, изящное направление в декоративно-прикладном искусстве. Надо же, работа со стеклом, это ведь небезопасная такая деятельность. Да, очень много порезов. Нужно быть предельно аккуратным и осторожным. А еще не могу не спросить о фьюзинге. Какие особенности работы? С каким материалом ты работаешь? Техника фьюзинг, она такая вот более, знаете, изящная, она такая плавная, с плавными переходами, так интересно смотрится. Но это более капризное и непредсказуемое направление, чем Тиффани. Почему? Тиффани там стеклышки могут быть абсолютно разные. То есть оно в любом случае запаяется друг с другом, и все будет у нас цельно и не будет подвергаться какому-то дефекту. А что касается фьюзинга, то там нужно запекать именно стекла одинаковые, вот от производителя зависит. Допустим, если взять американское стекло, оно самое такое вот шикарное и в то же время самое капризное, потому что американское стекло запекается только с американским. Интересно. Будет эффект более красивый и загадочный, я бы так сказала. И если, допустим, есть какой-то заказ в этой... Кстати, о заказах. Заказывают ли такие витражные красивые изделия? Да, было такое. И по сей день интересуются. Нужно учитывать тот момент, что если ты делаешь фьюзинг, то нужен запас времени определенный. А еще я знаю, что ты также занимаешься преподавательской деятельностью. Каково быть тебе в роли преподавателя? Ну, для меня это что-то новое, хотя вот обучаясь в университете, смотря на своих педагогов, тоже такой вот стержень преподавания сам по себе нарабатывается. И вот я очень хорошо заметила, когда я вот объясняю своим ученикам, что как делать, я вот чувствую вот себя в роли Игоря Валентиновича. Такой себе Игорь Валентинович, который ходит и там у него есть такие вот моменты, когда он в шуточной форме говорит об ошибках. И я вот точно так же, и дети меня очень так любят. Это здорово, когда дети воспринимают так преподавателя, когда он не кричит, не повышая голос, а пытается донести информацию. Учу наше общество мыслить немного по-другому, наше поколение, чтобы у них было и какое-то абстрактное мышление. Здорово. Как дети относятся к искусству? Вот на сегодняшнее время, исходя из твоих наблюдений. Видно то, что многие хотят, стремятся, но таких очень мало на самом деле. Даже не исходя из детей, а уже из своих сокурсников, ровесников, можно сказать, то, что мало таких, которые вот действительно прям стремятся и хотят, делают. Айша, вижу, зелень ты уже нарезала. Да. Присыпаем аккуратненько. Айша, как ты проводишь свои выходные дни? Если честно, выходных дней у меня нету. Поэтому все время я в работе, график не позволяет. Но вот недавно я поехала к родителям домой и провела время с ними, какое-то время, но, опять же, одновременно с работой. То есть времени для отдыха нет? Нет. Приступаем к следующему этапу? Да, сейчас мы наш соус выложим на баклажаны. Давайте помогу в этом. Айша, мечта — двигатель прогресса. Какой мечтой живешь ты? Самореализации. Наверное, это все хотят, творческие люди, реализовать себя, быть знаменитыми. Мечтаю путешествовать. Вот, допустим, если бы
Была такая возможность, какие Да. страны посетила вы? Во Францию поехала, это моя мечта. А Марокко хотела бы побывать. Чем тебя привлекает Марокко? Ну, эта страна такая вот пропитанная мусульманским духом. Там всего очень много красивого и интересного. Ну, как Восток загадочный, да, Да, Восток — дело тонкое. дело тонкое. И там вот именно такая вот архитектура меня там привлекает, колорит такой вот как раз-таки, Ближе к нашему. да, ближе к моим работам. А это самое главное. Сейчас, Альвина, мы выложим помидоры на кабачки. А я тем временем буду натирать сыр. Айше, над каким проектом вы сейчас работаете? Ну, на данный момент у меня ну, не один проект, но самый такой вот масштабный — это мой диплом. Моя дипломная работа, которая будет, так сказать, функционировать, скорее всего, в музыкальном театре, я так думаю, так как у меня музыка совмещена с философией. Скорее всего, это мой самый большой проект на сегодняшний момент. Айше, да, думаю, твоя дипломная работа заслуживает почетного места. Завершением работы я полагаю на такой результат. Пока вы натираете сыр, мы положим наше блюдо в духовку. Оно у нас будет запекаться при температуре 180 градусов на полчаса. Отлично, я тебе в этом помогу. Айше, нам осталось 5 минут до полного приготовления блюда. Я думаю, настало то самое время, когда мы можем посыпать сыр. Да, уже можно. Дорогие телезрители, время пролетело незаметно. Настало время доставать наше блюдо. А сейчас смотри, какая красота у нас получилась. Сейчас мы последние штрихи буквально украсим наше блюдо. Как тебе результат наших стараний? Как всегда, положительно. В такой компании работать одно удовольствие. Мне тоже было приятно с тобой готовить. Чох Сагу, что пришла к нам в гости и поделилась таким рецептом. Вам, Сауловна, что пригласили. Было очень приятно. Взаимно. Всегда рады тебя видеть у нас в гостях. Саулс. Айше, что бы ты пожелала нашим дорогим телезрителям? Последнее и самое важное — разделить блюдо с тем, кого любишь. Балуйте себя почаще такой вот экзотической едой, и будет хороший день. Какие замечательные слова, Айше. Очень было приятно мне сегодня с тобой находиться здесь. Взаимно. Мне тоже было очень приятно с тобой готовить. Я присоединяюсь к пожеланиям нашей героини. Желаю, чтобы жизнь вам дарила яркие эмоции и хорошие идеи. Всегда стремитесь к высокому и самому прекрасному. Это была программа «Сопрага Буернус», Аштатлоусын Коршкенджи.